Бро, смешно. Ну что, всем здравствуйте! Мы наконец вернулись на нашу, на не нашу кухню. Самый смешной чувак в Якутске. Виталий Щукин. Всем привет! Йоу-йоу-йоу! Сегодня мы будем читать рэп, готовить. У нас правила предельно простые. Мы готовим и общаем. Также, ребята, сейчас эпидемия. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Но Виталий... Пригласил ребят к себе домой, заставил их помыть свои руки, ноги, мою обувь. И Виталю. Мне нужен твой телефон. Мы позвоним случайному человеку из контактов Виталия, и он посоветует нам, что сегодня нужно приготовить. Листает туда-сюда. И вот. Ой, автоответчик, простите. Итак, видно? Жена Андрея Титима. Да не в тему, нет, они не здесь живут. Он в Тиксе, Андрей, приехал куда-то. У него там связи нет? Вроде нет. Виталий нам сказал, а давай мы не будем готовить, у меня там жаркое классное. Типа мы его приготовили. Я такой, нет, все честно. Александр Колмогорцев. Колмогорцев. Палиндром. Палиндром. КВН Скотч. Команда КВН Скотч. Сейчас мы звоним. Ну, и он чё? тебе должен посоветовать. Только ты не говори, что ты на передаче. Ну, Ты тачку продаешь свою? да. Что за тачка? Так это ж не твоя. Он, кстати, вроде до сих пор на 2 работает. А, нет, он сейчас сценаристом где-то. Он сценаристом работает где-то на НТВ, если не ошибаюсь. Да. Алло, да, здорово. Палиндром, здорово, 100 лет, 100 зим. Щукин Виталий это говорю. Я у тебя записан, нет? Как у вас с эпидемией там? Прекрасно. Короче, Саня, я из дома сейчас не выхожу. Хочу дома что-нибудь приготовить. Помоги мне, пожалуйста. Так, подожди, тебя сразило, короче, я понял. Нет, нормально все со мной. Я не болен. Просто спрашиваю, что приготовить. Помоги, не спрашивай, почему, я тебе потом объясню. Просто объясни мне, что можно приготовить. Есть картошка, есть мясо, есть молоко, яйца. Ну, стандартные вещи. Рис, сахар, ну, макарошки. Ну, слушай, ну сделай жаркое, я думаю. Жаркое? Да. Это отличный выбор. Спасибо, Саня. Давай Москве всем привет. Там с мэром видишься, нет? Окей, давай, да. Че? Алло. А может нам Вика посоветует что-то? Что папа должен приготовить сейчас? Просто салат? Давай мы попробуем сделать салат из мяса и картошки. Мы готовим корейский салат. Короче, в городе у нас типа карантинная ситуация, и поэтому мы решили не выходить в магазин и будем искать то, что есть у Виталия дома, ну и нам не будем тратиться. Все круто. Пока мы сейчас достанем все продукты, вы подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите что-нибудь красивое и приятное про Виталия. Мы на кухне у Виталия Щукина. Для корейского салата мы взяли картошку. Разогрели курицу. Так нормально. Оно халяльное еще. Ну, то есть это разрешено другим Да религиям. зачем это говорить, блядь? Сейчас опять, блядь, с комментами. Нет, это сейчас вставишь, блядь. Вырежете нахуй это все. И перец черный молотый. Давай Ну, ты займешься мясом, Окей. а я картошка. Я Окей, Солёкинская, ок. я шарю в картошке. Ты будешь резать халяльное мясо Ага, якутским ножом. да. Якутские ножи, не знаешь, такие все, ну, рабочие. Нет, ну у меня есть такой же. Есть рабочий. А есть это типа новый. для съемок, да? Это- Перестал худеть? Заводил. Ну, скоро начну. Какой у тебя был критический вес? Низкий самый. С 92. А сейчас? 115, 116, видишь. Ну, то есть, если ты перестаешь заниматься, ты сразу набираешь. Да. А какие у тебя продукты, прям из которых ты сразу... Кола, бургеры туда. У тебя жена готовит. Что ты- Ой, вообще вкусно готовит, понимаешь? Ну, блин, Возможно ли худеть, когда жена вкусно трудно, готовит? трудно. Немножко откатимся назад. Ты занимался КВНом довольно успешно. Сборная города Якутска была в премьер-лиге. Было такое предложение, в вашу команду поступало, что ты должен был играть за какую-то бурятскую команду. Вот сейчас это вот Харамарин и Ага. команда КВН Кино. А, вот которые сейчас в вышке были Да, и да, вылетели. да, Это да, вот. да, да, Ты да, должен да. был за них играть. Они меня позвали, но я своих ребят не кинул. Без Кеши, без Вовы, да? Только меня. Ну, я вообще запомнился, у них есть... как его звали-то? Который цирком писал. Агафон. Агафон. Вот Агафон меня заметил. Он... Я помню, я был в Сочи тогда Да. тоже, и он сказал, что это будущий Галустян. Ты сейчас сожалеешь о том, что остался? Как бы были, конечно, мысли, то, что, блин, надо было. Как раз в этот год, когда я им отказал, мы вообще вылетели, надежды не было дальше играть. Все эти затраты вообще впустую, короче. Там же какой-то скандал у вас был с какими-то затратами. Нам предоставили деньги, 800 тысяч.
Смотри. Но оказывается, только на перелеты. А мы, понимаешь, потратили и на проживание, реквизит. Прикинь, 12 человек с Якутска до Москвы. Мы, тем более, это все не за одну игру потратили, а за сезон. Мы ездили в Тольятти потом же еще. С Москвы до Тольятти потом уже, ну это и считается, только Якутск, Москва считается и все. То есть остальное, типа, вы должны были за свой счет делать. И Да, это посчитали оказывается. то, что вы неправильно Да, растратили деньги. да. Ты один из самых известных КВНщиков в республике. Почему ты не пошел в политику? Пошел бы, если бы политика считалась бы такой, не знаю, какой-то достойной работой, понимаешь? Политики это вообще, по идее, слуги народа же, правильно? Да. Всего себя отдавать, там, то есть, да, сейчас политики, не знаю, все воруют, все это туда-сюда, короче, не знаю. Все всегда говорят, ой, опять эти КВНщики в Ага. Думе, в Илтумене. Az yeşim far. Школа КВН, блин, это не знаю, это самая такая крутая школа. Любой КВНщик из нас, даже ты, Даже, ну ты же тоже играл в КВН. типа, самый Нет, последний. ну имею в виду, я, ты, мы смогли бы стать КВНщиками, Ага. потому что, Депутатами. да, депутатами, потому что мы движенцы, понимаешь, движенцы. Ну, имею в виду, нас жизнь научила. Мы умеем двигаться, крутиться, вертеться, выходы, со всеми найти общий язык. Да, то, что мы при минимальных возможностях можем взять максимум. Да. Хорошо, что нам подсказал этот человек за кадром. Про вашу игру, 1/8 премьер-лиги. Эх, а в Якутске сейчас -2. -2 красивых парня! Почему вы вылетели? Давай, Нас слили, нас конкретно слили. кто именно вас слил? Жюри, Жюри слило? Да. Почему? там какая-то своя мафия. мне То есть вы кажется. считаете, что вот музыкальный номер, он вам понравился? Нет, музыкальный номер нет. Мы визитки вообще на голову всех выше были, но почему-то команде КВН Мега ставят такие же оценки, как и нам. Там вставляют потом смех за кадром, хотя выступление у них было чуть ли не в тишман. Болельщики наши говорят, реально слили. После дежавю не было же якутов, да, в телевизоре? Ничего не было. Видимо, Александр Васильевич недолюбливает якутов. Я больше не буду, но вы как-то на новенького так. Твои еще медийные составляющие. Насчет Элвана я хочу спросить. Ты с Элваном друг, Ну, как сказать, я друг Мираби. но не друг во-первых. Элвана. Нет, ну как бы друг тоже. Если ты ему там в директ напишешь, он тебе ответит. Ну да, мы так переписываемся, ну Как тебе Элван, который сейчас Ливан Горозия? Как тебе его творчество? классно. Вот трек АУ прям пушка. А вот это, которое было «Никто, кроме нас». Никто кроме нас? Да. Не сильно понравился трек, но трек АУ пушка. И едешь под 108. Что у нас с мясом? Это, Ну все, готово? Хватит, наверное, да? наверное, ну, картошки вот столько, мяса у нас... А почему ты? Что? Ну, ты же должен был сразу ее А, да, а я стою, типа, думаю, типа ждешь, да? все сделал. Чисто на еду это, не на камеру. У нас в России сейчас 3 главные беды. Это коронавирус, это обнуление Путина Мгм. и Джиган со своей семьей. Мгм. Коротко обо всем. Давай, коронавирус. Ты закупился туалетной бумагой? Я всегда закупаюсь. Ну, имею... Нет, не так. Нет, вот посмотри. Как сказать? Ну, ты же видел, наверное, у меня все большими пачками. Да. На 15 дней всегда закупаюсь. Все закупаем, типа, мешками, коробками. Мгм. И привозим домой. Пойдешь 22 апреля голосовать за новые поправки? Я далек от политики, на самом деле, но то, что смотрю в последнее время, то, что творится со страной, я бы поменял все-таки президент. Джиган и семья. Их же считали прям эталон идеальной семьи. Но они реально, типа, номер один как будто были, да? Я до этого конфликта не знал про жену Джигана. Прикинь, скоро от тебя такое будет. Тоже, ты же идеальный семьянин. Это неожиданно. Мы смотрим в эфире, и ты там петушки. Побрил брови, да. Михавчик. Петушки еба. Нет, я не идеальный семьянин, так как я очень редко нахожусь, во-первых, дома даже. У тебя первый ребенок появился в 18 лет. Да, 18 лет. Твоя молодость прошла с ребенком. Да. Мой отец всегда старался помочь мне добрым советом. Беда была в том, что он всего на пару лет старше меня. Вот именно вот когда вот только родились, Мгм. как дочка родилась, как сын, я А сын вообще, когда? когда мне было 20, я в то время еще так много не работал. Я сидел дома, играл в КВН, понимаешь? Днем и ночью всегда с детьми сам. Подожди, дочка была запланированный ребенок? Да. Потом только осознал. Типа, Не, ну я беременна. Просто в башке все. Что? Мне 18 лет, прикинь, пацан молодой, только школу закончил, то есть, да, типа второй курс. Понимаешь, это эго. В то время думаешь, блин, да, 18 лет, я
заработаю бабок. То есть, но без помощи родителей, без помощи мамы, я думаю, не справился бы. Думал, когда вот ребенок родился, ну все, молодость окончена. Нет. И я и сейчас как бы уже 10 лет дочки, и я сам как ребенок до сих пор. Даже очень популярно, child free, нет детей, чистая карьера, живем для себя. Как без детей? Дети это же счастье. Не знаю, я очень сильно люблю детей. Kids Wine Prot. Нет, И как- хитспрот. Это не вайн, понимаешь? Вайн, слово вымерло. Ну, то есть это то же самое, что Kids Wine, только Kids Prot. Да. Не может быть! Вы снимаете часто рекламу? Сколько стоит у вас один рекламный ролик? Сейчас около 100 тысяч. 100 тысяч Да, один рекламный да, ролик. да. Это раньше мы снимали дешево, но сейчас у нас целая команда. Операторы, монтажеры, сценаристы. Понимаешь? Бывало какое-нибудь предложение, от которого вы отказались? Это было давно. Назывался магазин Freestyle. Уже название хреновое, да? Нас пригласили это в торговом центре Апельсин стояли. Блин, сейчас они увидят и обидятся на меня. Они нас позвали, типа якобы брендовый магазин. Мгм. Окей, мы приходим, заходим, и мы видим, блин, там везде паль, короче. Ну, паль, китайская одежда. Пацаны вообще стремались. Так, ага, все, посмотрели, все, вышли. Стоим в коридоре. Ребят, вы че нахрен такое рекламировать? Типа, на камень ножницы сыграли, в итоге проиграл я и пошел отказывать я им. Мне так стыдно было вообще, блин, отказывать им. Не, ну почему Блин. стыдно? Они же тоже вас обманули. Они сказали, у нас брендовый магазин. Ну, может, они так считают сами, реально, прикинь. Вы всю рекламу фильтруете, которая к вам Да, приходит. да, да, да. Так, а тогда реклама телефонной пирамиды с айфонами, которые у вас связаны. Interaction Group. На нас вышли. Сказали, что это магазин, ну, типа техники. Реально подумали, что это, типа, у них только раскручивается магазин и жестко большие скидки. Покупатели, типа, привлечь туда-сюда, они сделали огромные скидки. Все сняли, выкладываем, все нормально. Потом через полгода все это говно... Это, кажется, не магазин, это, кажется, пирамида. В итоге мы вот подставились. Сейчас, я как понял, вы решили, что мы не будем рекламировать чужие доставки, и вы открыли свою доставку. Еды. Не поздно ли? Мы года 3 назад должны были открыть этот Hits Food. Это именно ваша доставка или Это- вы лицо доставки? Нет, вот именно то, что это наша доставка. А Это почему наш вы не бизнес. открыли какую-нибудь, ну, оригинальную кухню? Суши, Почему? роллы же, мне кажется, в Якутске пиццы есть это все уже. И много их. Ну, это же уже традиционная какая-то еда якутская. Все любят суши, пиццы. Допустим, я вот заказываю еду. Мгм. Я хочу заказать вот в Ям-Ям, Мгм. или я хочу заказать пиццу в Додо Пицца. Мгм. А почему мне нужно заказать именно у Hits Food? Мы сейчас топим за качество. Мы нормальную семгу ложим, понимаешь? Не как у других. Вот у них уже все. У нас качество, понимаешь? Мы лицо нашей доставки. Мы сейчас будем топить за качество. Всегда. И это качество не ухудшится. Только наоборот будет улучшаться. Это наша фирма, наш бизнес. Мы будем топить за качество и за вкус. У вас будет возможность попробовать кухню Hits Food. Досмотрите ролик до конца и поймете, как это сделать. Каждую зиму Ездим на гастроли. ездите на гастроли по Да. всем. Бонусом, да. Везде sold out. Везде. Просто по 3-4 концерта. Это В вообще... день же у вас бывает. В день. В Дарах выступали. 4 концерта. Просто с 2 до 10 вечера мы там были. На сцене, прикинь. Ты уезжаешь из Якутска, вас Мгм. сколько тут нет? Неделю. Неделю Полторы. нет. И сколько вот вы зарабатываете вот на человека? Вот сколько ты заработал с последних гастролей? Понимаешь, мы все деньги пытаемся откладывать на проекты. Заработали денег чуть-чуть, взяли по карманам. Но вы же считали кассу, сколько вы заработали с гастрольных туров? Ну, нормально. Это секрет, но нормально. Ну, больше, хватает. больше 5 миллионов. Да нет, конечно. Ты что, гонишь-то? Куда 5 миллионов? Ты что? Ну, я сам на самом деле не люблю говорить о деньгах. Ну, конечно, зачем? Зачем это? Но смотри, но если ты меня спросишь, сколько я зарабатываю, я тебе вообще спокойно отвечу вот так. Сколько ты зарабатываешь? 70-80 в месяц я зарабатываю. Нет, мне не хватит. Ну, вот, ему не хватит больше 80 тысяч зарабатывает человек. Больше. Ну, блин, это считай, прикинь, семья. Коммуналка тут 20 тысяч. Коммуналка 20, на бензин ты тратишь. Да дофига там. Все, давайте на вообще. взрослый разговор. Я понял, что много расходов, и поэтому много доходов. Тебе не Вообще. пишут в директ? Ну, то есть там девушки. Бывает, типа, привет, давай познакомимся. Вообще комментаторы меня эти бесят все. Вообще. Столько, Когда столько- будут смешные вайны. Да Это, нет, ну, нет, да это еще фигня, это нормально. А что такое? Давай Плохое. самый плохой комментарий, который ты читал. Вот последний. Недавно был комментарий, когда я с женой пост залил, написали под постом, да ты же типа
изменяешь жене. Типа об этом весь город знает. И через 2 часа только мне жена говорит, у тебя типа пост, под постом такой комментарий. Чё? Чё за фигня там уже, типа, ну, там уже под его комментарием тоже писали уже комментарии. Ненавистников много. Очень всякие комментарии бывают, типа, сдохни, умри. Ну, это прям Вы понимаете? да. Витальки ультрапозитивный человек, который, ну, я не знаю, ты замотивировал много людей худеть, во-первых, в Якутии. Не в Якутске, а в Якутии. То есть у меня там тетка тоже хотела похудеть, ну, правда, не похудела, но мотивация у нее была. У вас когда-нибудь была заказная реклама? Заказная политическая реклама. Да. Про выборы, вот, про Сан Саныча. Про Сан Саныча? Да. А я думал, ты за него, ты не за него был. Нет, я был вообще ни за кого, понимаешь? А ну, вам просто заказали рекламу. Прикольно, Да. что так открыто ты говоришь, обычно все такие, ну, нет, я был за него, болел за него, там, а ты... Нет, я ни за кого вообще. Вообще. И нас заставили, понимаешь, заставили вот это вот вся эта братская фигня, меня, которая бесит очень часто. Да давай по-братски там, туда-сюда. А если отказываешь, потом обижаются на тебя. Это. Нас попросили снять типа про выборы, а мы не хотели до Талова. Все, да не будем снимать, ну что там, давайте, ребят, так-то, короче. Не пришлось. Ну, прикольный ролик получился. Я типа якобы баллотировался я буду бороться с алкоголем. И начинал бухать там жестко. На самом деле это смешной вайн про выборы, типа якобы сам баллотируюсь, убрал живот, уберу и коррупцию, типа такого. А, ну то есть Прикольно, вы прикольно все равно такие штуки, да. выкрутились, вы выкрутились из ситуации. Да, ну пришлось как-то так. И в конце чисто подвязку такую маленькую сделали на 3 секунды всего лишь, и все. А потом мы удалили этот ролик и все. Мы, почти все Виталий делал, я тут пока базарил просто. Да, У нас картошка Да. и курица. Давай попробуем. Сейчас мы заправим это все перцем, и пока это все будет остывать. Я приготовил это. Дорогие друзья, а мы переходим к рубрике «Неудобные вопросы». Ой, как будто до этого были удобные, блядь. Давай. В КВН есть такой конкурс, как разминка. Да. Смешно и быстро отвечать на вопросы. И наш оператор будет смотреть, это было смешно или не смешно. Хорошо. Хорошо? Давай. И если ты отвечаешь не смешно, Мгм. то ты выполняешь наказание. Как подкатить к девушке во время коронавируса? Эй, девчонка. Туалетка не нужна? Ну, тут такого. Окей. Есть. Продолжи песню. Смешно. Да. Окей. Давай мы с тобой сыграем в прятки. Что за мотив песни, я не знаю. Ты не знаешь эту песню? Нет, нет. Ладно, другую песню. А, держит. Руку мою держит. Не держит, а держи. Так, ладно, давайте другую, короче. Держи. Пустите меня на танцпол. Пустите меня на танцпол. Почему я тоже танцую? Давай. Давай. Пустите меня на танцпол. На танцполе описаться. Не те- Описаться. Это было смешно. Продолжи фразу волка. Настоящий волк не ищет легких путей. Настоящий. Давай. Настоящий волк не ищет легких путей. Потому что нелегкие пути ищет волк. Безумно можно быть первым. О! Это нормально, это Ну, нормально. Ну, Это он просто не КВНщик, и он не оценил. наказание пацанский прикол. Сейчас мне нужно дать тебе поджопник. Я напрек свой S. Давай. Так. Тебе сейчас будет больно, да. Аю. Аюш, бля. Нормально. Я тебе говорю конец фразы, а тебе нужно придумать ее начало. Хорошо? Ну, вот поэтому я ем. Когда я грущу, я всегда ем. И вот поэтому я ем. Ну, это не смешно, это правда просто. Итак, залить историю с фоткой Путина. Тебе сейчас Гонишь, что ли? залить историю с фоткой Путина Ага. и написать: полностью поддерживаю Путина, молодец мужик, все правильно делает. Да гонишь, что ли? Это же пиздец. Ты отказываешься от наказания? Да. Меняем наказание. Теперь ты должен позвонить Бобу. Ага. Боб — это Владимир Тимофеев. И сказать, что ты не сможешь прийти на его день рождения, так как у тебя подозрение на коронавирус. Серьезно, что ли? Где мой телефон? Мы поддерживаем все, что связано с коронавирусом, со всеми мерами. Это же затрагивает нашу жизнь. Над проблемами нужно смеяться. Только не вы. Ты актер. Актер.
Ты где? Короче, Боб, завтра я не смогу к тебе на день рождения прийти, походу. А че? Подозрение есть то, что коронавирус у меня. Все эти есть. Как называется? Короче, реально, походу, заболел коронавирусом. Из-за этого буду сидеть дома. Окей, понял. Да. А ты ничего не хочешь сказать, то, что, блядь, заболел там? Тебе даже не жалко меня? Нет. Пиздишь, потому что, блядь. Давай. Пока, брат. Ладно, пока, брат. Что за фигня? Не поверили. Все, Виталий выполнил наказание. Ты красава, ты молодец. Ребята, мы против коронавируса. Да. Мы против. Это просто Я шутка. здоровый и здоровый. Все здоровые. У всех все будет хорошо. Все Все, вылечатся. последний вопрос давай задавай. И всё. И валите отсюда. Продолжи цитату из ВКонтакте. Когда брат рядом... Когда брат рядом... Мы смотрим бригаду. Блядь, хуй. Мы с первого класса вместе. Нет, давай заново. Когда брат рядом... Враги падают градом. Так было, да? Прикинь! Там так было. Да, это точная фраза. Вот тут будет это небо. Друзья, мы были как одна семья. Портовской пацан. Дорогие друзья, все, Виталий у нас ответил на все вопросы. Виталий, молодец, тебе мои личные аплодисменты. Это Вика, дочь Виталий, и она будет у нас независимым экспертом. Мы пробуем наш замечательный корейский салат, который был из картошки и курицы. Вика, пробуем. Классно? Точно? 10 из 10. 10 из 10 нам сказали. Мы какой-то новый салат сделали, короче. Да. Какой-то не корейский он, а с курицей. Рецепт сейчас будет прямо здесь. Есть такой западный стендап-комик, и мы взяли у него вопрос. Если бы у тебя была возможность вернуться в прошлое в любой отрезок времени и что-то там изменить, куда бы ты вернулся и что бы ты изменил? Вернулся бы в то время, когда были еще родители. Задавал бы им побольше вопросов. Но, а так менять в целом ничего бы не стал. Просто бы почаще с ними разговаривал бы и узнавал бы. И очень много вопросов задавал. Все? Хорошо? Всё. Хорошо. Все. Спасибо, Виталий, спасибо. Все, спасибо. Даже короны, штуки. Как-то так, да. Что там делать? Так. Потом. Конкурс мы сейчас делаем. Давай, Всё, конкурс какой? Виталь, у вас есть слоган для хитсфуда какой-нибудь свой? Тут прям такого нет. У вас есть возможность попробовать кухню хитсфуд. Для этого нужно вам написать в комментариях слоган хитсфуда. Если есть на свете рай, это Краснодарский край, только про хитсфуд. Если нам понравится ваш слоган, то, возможно, мы его реально оставим и поставим в хитсфуд. И вы получите за это набор хитс. Набор хитс за слоган для хитсфуда. Так, все, ребят, всем большое спасибо. Всё, До свидания. Спасибо большое. Всем пока. Я дальше кушать. Берегите себя, пожалуйста. Защищайте, мойте руки. Самое главное, не паниковать в таких ситуациях. Нет, не надо слов. Не надо паники. Это мой последний день. Не в тему последний день. На Титанике. Жестко грустно стало.